В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Рентабельность добычи угля на Дальнем Востоке нужно повышать, об этом заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в Кемерове. Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю. Чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно решить целый комплекс задач. Это повышение рентабельности и безопасности добывающих угольных мощностей, их модернизация как в традиционных районах угледобычи – Кузбассе, Хакасии, Якутии, так и в новых Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, подчеркнул Владимир Путин. В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 миллионов тонн угля. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире. Глава государства отметил, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами и на Востоке, и на Западе. Вместе с тем Владимир Путин отметил важность не только выхода на новые рынки, но и закрепления на традиционных. Топливно-энергетический комплекс играет важную роль в повышении темпов и качества экономического роста. На его долю приходится около 22% внутреннего валового продукта страны, почти 60% экспорта и 40% дохода федерального бюджета. Отмечу, что в заседании президентской комиссии также принял участие временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев. С 2017 года в Якутии реализуется приоритетный проект «Местные кадры в промышленность». В результате реализации проекта до 2020 года на предприятиях промышленности должны быть трудоустроены не менее 10 тысяч незанятых граждан, постоянно проживающих на территории республики. В том числе граждане из сельской местности не менее 1000 человек и молодых людей в возрасте до 30 лет не менее 5000 человек. В настоящее время задействованы и заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с 19 крупными промышленными компаниями. С 2017 года по проекту трудоустроено 5782 человека, жителей Республики Саха-Якутия, в том числе молодежь до 30 лет – 2527 человек, и сельских жителей – 941 человек. Компания «Железные дороги Якутии» объявила запрос предложений на подготовку финансово-организационной модели строительства моста через реку Лену. Строительство предполагают в районе Якутска в рамках частной концессионной инициативы в случае возникновения соответствующей потребности. Документы необходимо предоставить до 29 августа. В них необходимо отразить финансово-экономическое обоснование, а в течение 30 дней окончательно оформить предложение. Одновременно с этим «Железные дороги Якутии» объявили запрос предложений на изготовление выставочного макета моста с подсветкой. Власти региона оценивают стоимость строительства в 105,4 миллиарда рублей. Айсен Николаев отметил, что строительство моста является важным не только для Якутии, но и для транспортного сообщения страны в целом. Якутия вошла в тройку лидеров на получение дальневосточного гектара. Наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля на Приморье. На втором месте республика Саха-Якутия. На третьем месте Хабаровский край и Сахалинская область. Заявки на дальневосточный гектар оформляют преимущественно жители Дальнего Востока. Согласно данным Федеральной информационной системы на дальневосток.рф, по состоянию на 24 августа почти 51 тысяча заявлений одобрено уполномоченными органами. Отмечается интерес к программе «Дальневосточный гектар» среди жителей стран СНГ, Латинской Америки и Австралии. От них поступило свыше 40 тысяч уникальных обращений на сайт. Государственная транспортная лизинговая компания будет докапитализирована в 2018 году на 5 миллиардов рублей в целях пополнения парка воздушных судов авиакомпаний в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» Госпрограммы развития транспортной системы. Соответствующим постановлением правительства Российской Федерации предполагается, что выделенные средства пойдут на приобретение 31 вертолета производства «Вертолеты России», 24 вертолета Ми-8 и 7 легких многоцелевых вертолетов «Ансат». Согласно документу, вертолеты поставят в 2019 и в 2020 годах. Для приобретения воздушных судов ГТЛК дополнительно привлечет 7 миллиардов рублей на рынке.
Продолжение темы авиации. Минтранс Республики сообщил, что в настоящее время проектно-сметная документация по реконструкции аэропортового комплекса Нерингри разработана. Она предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы, а также строительство ограждения аэродрома, патрульной дороги протяженностью 10 километров, служебно-пассажирского здания, склада ГСМ и авиационной службы спецтранспорта. В сентябре планируют получить положительное заключение глав госэкспертизы России. Руководитель региона Айсен Николаев сказал, что в дальнейшем власти республики проведут соответствующую работу, чтобы проект включили в федеральную программу реконструкции аэропортов, разработанную Минэкономразвития России в рамках исполнения майского указа президента страны. В селах Ары-Толон Тампонского района и Нялы-Ленского, Даркылах-Мегино-Кангаласского и Тея-Кобяйского района Якутии до конца этого года будут открыты 4 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Общая стоимость сооружений и их монтажа составляет 23,7 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из федерального и республиканского бюджетов. Компания «Алроса» приобрела новый экскаватор фирмы «Липхер» для работы на Верхнемунском алмазном месторождении, запуск которого в эксплуатацию запланирован в сентябре текущего года. Базовая модель гусеничного экскаватора специально доработана для работ на Верхней Муне. Его стоимость 245 миллионов рублей. Сейчас экскаватор собран, проводятся пусконаладочные работы. Он будет работать в карьере Заполярный. В январе 2019 года ему в помощь добавится второй экскаватор той же модели. Горнодобывающий комплекс Верхнемунская расположен на расстоянии 170 километров от города Удачного. С сентября 2018 года планируется завершение строительных работ, ввод объектов и начало добычи алмазов на кимберлитовых трубках этого месторождения. Проведение взрывных работ запланировано к 1 сентября. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 67 рублей 39 копеек. Курс евро достиг 78 рублей 22 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.